Хороший врач должен обладать знаниями не только в области своей узкой специальности, но и уметь оказать первую медицинскую помощь пострадавшему. К примеру, не исключение и такие случаи, когда, сидя в стоматологическом кресле, пациент падает в обморок, либо из-за неосторожного движения инородное тело попадает в дыхательные пути. Здесь для врача важно не растеряться и грамотно воспользоваться навыками, о которых и идет речь на сегодняшнем семинаре. А если пациент еще стоит, еще дышит, еще может говорить, мы сзади со спины, в районе лопаток, где-то вот как раз по уровню позвоночника, наносим 5 быстрых, не хлопающих ударов, а немножко наклонив пациента, реально сильно бьем, открытой ладонью. Это дает возможность пациенту, он может выплюнуть все-таки. Инициатором семинара выступает Республиканская стоматологическая поликлиника имени Магомед-Башира Мальсагова. Повышению квалификации специалистов здесь уделяют большое внимание. К нам приехали и свои наши стоматологи районные есть, и из ближайших республик тоже приехали стоматологи посмотреть, выслушать и участвовать в этом мастер-классе. Все основные принципы диагностики и лечения неотложных состояний изучали на семинаре не только опытные медики, но и те, кому еще предстоит столкнуться с ними на своем опыте. Жанетта Дидикова работает в качестве стоматолога чуть больше года. На ее практике экстренных ситуаций пока не было. Однако приятно чувствовать себя готовой ко всему, признается Жанетта. Сама по себе то, что необходимо постоянно обновлять, учить. Нет предела совершенства. И это в конечном итоге мы не можем все знать. Те же базовые вещи, которые мы выполняем из дня в день, мы их доводим до автоматизма, но иногда бездумно даже. Вот это вот должно уйти из нашей практики, для этого необходимы такие вот конференции. Лектор отмечает, что эти знания могут пригодиться любому человеку, а не только медикам. Однако далеко не каждый сумеет грамотно оказать первую помощь пострадавшему. Мало кто может похвастаться знаниями в этой области. К примеру, чтобы популяризировать эту практику среди молодежи, Министерство здравоохранения Британии привлекли известных актеров. Замыкаешь пальцы, костяшки сверху, затем нажимаешь прямо где суверен. Теорию здесь подкрепляют практическими навыками. Лектор демонстрирует и отрабатывает навыки базовой сердечно-легочной реанимации на манекене. Сначала необходимо оценить состояние пострадавшего, поясняет медик, его сознание, дыхание и кровообращение, и только потом приступать непосредственно к проведению искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. Поставили жестко на грудину ладонь. Поставили. Как говорю, есть вот такой вот способ, есть такой способ. Мне больше нравится это. Выпрямили локти и зафиксировали в плечевом поясе. То есть мы не делаем вот этого. Мы зафиксировали на коленях и начинаем работать. Лекторы напоминают, при неотложной ситуации у вас есть максимум 8 минут, чтобы спасти пациента. По окончанию семинара всем участникам выдали сертификаты, подтверждающие повышение их квалификации. Марина Мутылиева, Адам Кадзоев, Новости 24.